Добрый вечер, дорогие друзья. В 2025 году в издательстве Священной Митрополии Абхазии при Новоафонском монастыре вышла наша совместная с Гариком Сангули научная работа, монография под названием «Храм святого Георгия Аэр-Гемыха в селе Анха, 8-10 века». Поскольку мы оба являемся научными сотрудниками отдела древней средневековой истории Абиги имени Дмитрия Гуля Академии наук Абхазии, издание осуществлено под двойным грифом Абиги и Священной Митрополии Абхазии. Выражаем глубокую благодарность Екатерине Александровне Армарчук, старшему научному сотруднику отдела средневековой археологии Института археологии Российской академии наук, выступившей в качестве рецензента. Поскольку это научное издание, то обязательно должна быть рецензия, и эта рецензия должна быть утверждена на научном совете нашего института. Екатерина Александровна в августе 2024 года предоставила письменный отзыв на рукопись нашей книги. Все ее ценные замечания, корректировки, уточнения были максимально учтены при подготовке книги к изданию. Собственно говоря, мы поэтому немножко задержались со временем. Отрадно отметить, что это первая книга под авторством абхазского священнослужителя, изданная под грифом важнейшего, я бы сказал, института абхазоведения Абиги имени Дмитрия Гуля Академии наук Абхазии. Это событие знаменует возврат к общеевропейской традиции научных учреждений и университетов, в работе которых исторически самое активное участие принимали христианские священнослужители. Если обратиться к истории, то в списке членов Французской академии, а это самая ранняя академия, помимо античной, афинской, основанная в 1635 году, можно увидеть несколько десятков католических епископов и священников, начиная от Франсуа де Буарабаре и до Клода Жана Пьера де Жана. Греческий митрополит Иоанн Зизиулас, один из наиболее влиятельных православных богословов 20 и начала 21 века, с которым мне лично посчастливилось дважды встречаться по абхазскому церковному вопросу и написать ему по этой теме большое письмо, в 1993 году был избран постоянным членом Афинской академии наук, а в 2002 году ее председателем. Книга, предлагаемая, входит в серию «Храмы и монастыри Абхазии». Начало этой серии было положено в 2019 году. Каждый выпуск серии посвящен отдельному храму или монастырю, расположенному на территории Республики Абхазия, общее число которых превышает 200 памятников. На данный момент изданы два выпуска. Первый выпуск о ските святого Иоанна Крестителя и второй выпуск о храме святого Георгия в том же селе Анха. Вы понимаете, друзья мои, да, 200 объектов, конечно, за нашу жизнь не осилить Гарика и мою, я еще более молодой, но осилить все 200 объектов, это, конечно, не получится. Но к изданию, по крайней мере, на данный момент готовится еще несколько выпусков, посвященных следующим объектам. Церкви Покрова Богородицы в Новом Афоне, Нижний храм Анакопийской крепости, монастырь святого Иоанна Златоуста в Каманах и храмовый комплекс Бжюла в селе Анха. Адице, пожалуйста, сюда проведите человека. Пожалуйста, проходите. Не, ради Бога, ради Бога.
монастыри Абхазии имеют унифицированную структуру, обеспечивающую полноту и глубину информации. Значит, прежде всего, это географическое, топографическое описание, то есть место расположения храма или монастыря, включая картографические материалы и планы. Второй раздел – это архитектурно-конструктивное описание, детальный анализ конструктивных, архитектурных и декоративных элементов объекта. Например, если бы такая работа была сделана раньше, ранее 20 века навряд ли, потому что как таковой науки такой не существовало, которая занималась бы этим. Но хотя бы, например, в первой половине 20 века сделали бы, то сегодня мы знали бы, по крайней мере, как выглядели или в каком виде дошли до нас большинство этих объектов. А время, к сожалению, уничтожало все эти объекты. Дальше. Следующий раздел, значит, это история объекта, изучение всех доступных материалов и создание полной хронологии храма или монастыря, включая новейший период. Следующий раздел – археологическое исследование, сведения о проведенных археологических работах на территории храма или монастыря. И в завершающей части каждого выпуска будет библиографический указатель, исчерпывающий перечень литературы и источников по конкретному объекту, иллюстративный материал, собрание исторических и современных иллюстраций, фотографии, рисунки, схемы и так далее. И, наконец, приложение еще одно – это документальная база. Полный сборник документации, связанный с изучаемым объектом, включая проекты консервации и реставрации при их наличии. Такая детализированная структура серии позволяет провести комплексную паспортизацию каждого объекта, что критически важно для его научного изучения, сохранения и включения в общекультурное наследие. Отметим также, что серия носит благотворительный характер. Вся выручка от реализации изданий направляется на консервацию и реставрацию христианских памятников Абхазии. Вот мы с Гариком, авторы второго выпуска этой серии, от этого мы ничего не зарабатываем, но на это мы потратили ровно 4 года. Дальше. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность всем участникам этого проекта, без профессионального вклада которых издание серии было бы невозможно. Герману Маршане, Ахрис Мыр за редактуру, Юлии Соловьевой за коррекцию текста, Стелле Сацба за дизайн и верстку, Геннадию Зуеву, Георгию Захарцеву и Константину Грицову за великолепные фотографии. Второй выпуск серии «Храмы и монастыри Абхазии», сейчас вы его увидите, и в книжном варианте тоже, мы его сегодня представляем. Он посвящен комплексному исследованию истории средневекового храма святого Георгия в селе Анха Гудаутского района Республики Абхазия. Этот храм был малоизвестен и ранее не становился предметом отдельного научного изучения. Интерес к этому объекту возник следующим образом. В 2016-2018 годах силами сотрудников и прихожан священной митрополии Абхазии, там фотографии недавно расчистили, вот все люди, которые мне помогали, большинство из них здесь тоже присутствуют. Вот все мы вместе, когда его расчистили и решили, значит, устроить защитный надвес над самой конструкцией, в департаменте, значит, охраны памятников истории культурного наследия нам сказали, что ничего строить нельзя, пока не будут проведены археологические исследования этого памятника. В октябре 2019 года были проведены необходимые археологические раскопки под руководством Гарика Сангулия. Следует отметить, что все затраты на организацию этих работ взяла на себя священная митрополия Абхазии. Вы как раз видите первый день начала археологических раскопок. Там виден Олег Хутович Гажба, царство ему небесное, он тоже принимал участие в этой экспедиции. С этого момента, с 19 года, в круг моих научных интересов вошла церковная археология, которой я занимаюсь уже 7 лет.
Выражаю огромную благодарность Гарику Самгуле, который в полевых условиях стал моим наставником и научил основам археологии. Слушай, археологию с написанием. И хочу заметить, что до того, как я начал с ними работать, вы знаете, у меня были очень такие романтические представления об археологии. Да. Значит, чудесная находка из-под земли, слава и все такое. Оказалось, что это тяжелейший труд, когда, как маленькие дети в песочнице, с маленькими лопатками сидишь и выгребаешь несколько КАМАЗов земли, причем все это обследуешь, все это проверяешь и так далее. На самом деле, через 5-6 лет совместной работы с археологами я, конечно, уже сожалел, но уже было поздно. Вот. Значит, предлагаемая сегодня вашему вниманию книга – это моя первая работа в области церковной археологии на территории Абхазии. Ранее я лишь однажды участвовал в раскопках, будучи студентом Московской духовной академии, но это было так давно, что я не помню название этого монастыря, где под руководством российского археолога и историка Беляева мы, студенты, раскапывали основание церкви этого монастыря. Что касается содержания книги, объем составляет 568 страниц. Понятное дело, что я не собираюсь вам все это пересказывать. Я сделаю акценты на некоторых деталях. Вот сейчас вы видите карту, там карты имеются и в приложении в том числе. Вот. Руины храма Святого Георгия расположены на вершине холма в центре села Ампа на высоте 328 метров над уровнем моря, в 8,5 километрах к северо-западу от города Новый Афон. Исторически территория села Ампа являлась частью, говоря современным языком, спальным районом средневековой столицы Абхазии Анакапии. Храм представляет собой однозальное сооружение с выраженной внешней полукруглой апсидой. Он небольшой, 7 на 12 метров. Стены сохранились на высоту до 1 метра от фундамента. 50 лет тому назад стены сохранялись на высоту до 3 метров от фундамента. В системе кровельного покрытия черепица не использовалась. Это мы установили после археологических раскопок, когда мы не нашли вообще ни одного фрагмента черепицы. Материалом для кровли, вероятно, служило дерево. К сожалению, у нас нет письменных исторических сведений о храме, поэтому его первоначальное посвящение остается неизвестным. Предположительно, храм был возрожден в первой четверти XX века с появлением в селе Ампа армянского и греческого населения. Возможно, именно тогда он и был освящен в честь Святого Георгия, особо почитаемого среди переселенцев с территории Турции. Руины храма впервые были зафиксированы в 1961 году Вианором Пачулей, датированы им началом XI века. Среди исследовательских работ, все они приводятся в книге, содержащих данные о храме, особое внимание заслуживает рукописный отчет 1965 года Орелкина, хранившийся в личном архиве Юрия Николаевича Воронова. Выражаю благодарность Светлане Вороновой, которая в 2018 году передала этот рукописный отчет в Фонд Церковно-археологического музея СМА при Новоафонском монастыре. Главное, что вызвало наше сомнение при изучении материалов Орелкина, это его утверждение, что храм, цитирую, представляет собой позднюю постройку, исторического интереса не представляет. Однако археологические раскопки, проведенные в 2019 году в храме Святого Георгия, полностью опровергли это утверждение. При этом важно заметить, что план храма, составленный Орелкиным в 1965 году, полностью совпал с планом, составленным архитектором Камой Кация
после наших археологических работ в 2019 году. В качестве отдельной главы в книгу была включена моя статья, посвященная церковным архитектурным деталям из села Анпа. Фотографии вы сейчас видите этих деталей. Это уникальная алтарная преграда. Речь идет о фрагменте каменной алтарной преграды и предалтарного креста, который в настоящее время экспонируется в Абхазском государственном музее. Я здесь не все демонстрирую, там есть еще дополнительные детали. Изначально этот раздел был добавлен в книгу в связи с сообщением о возможном принадлежности данных фрагментов к храму Святого Георгия в центре села Анпа. Однако эта версия была опровергнута. После 4 сезонов археологических раскопок храмового комплекса Бжилы в селе Анпа, проводившийся под руководством Гарика Самгуля Маим, мы точно установили, архитектурные детали из села Анпа, датируемые концом X-XI веками и хранящиеся в Абхазском государственном музее, происходят из храмового комплекса Бжилы. Вот крайняя точка, вы видите, это храм Бжилы, храм Святого Георгия находится здесь. Всего их 4 древние церкви в Анпа. К сожалению, тот, кто сдавал эти детали в Абхазский государственный музей, Иосиф Адзмиба, он не написал, из какого конкретного храма, поскольку он это не знал. Он их забрал из Новоафонского монастыря. В Новоафонский монастырь забрали монахи. Но никто не уточнял, из какого именно храма. А теперь мы точно знаем, что это из храмового комплекса Бжилы, потому что там были найдены другие фрагменты. Результаты археологических исследований, проведенных в октябре 2019 года на руинах храма Святого Георгия, и последующая камеральная обработка материала, ей посвящен, отдельный раздел книги, будут представлены моим коллегой, соавтором Гариком Самгулем. Предварительно сообщу, что в ходе работы обнаружено 34 человеческих погребения, 3220 фрагментов костей, преимущественно мужских, 2265 фрагментов керамической посуды. Вот, к сожалению, когда туда залезают черные археологи, потом из этих 2265 мы собрали только одно блюдце. Все остальное вот настолько разбито, что это требует и 5, и 6 лет, чтобы что-то из этого сконструировать и восстановить. Дальше 116 фрагментов металлических изделий, но с ними полегче, сохранность более лучше. 3 древние монеты и 29 фрагментов стекла, причем бальзамарий очень ценная находка, она оказалась вся цельной, потому что оказалась под фундаментом храма. Вот интересная такая деталь. Средний рост погребенных мужчин составляет, вот одного из них вы видите, сейчас житель села Анпа, дошедшего до нас в таком виде, средний рост составлял 178 сантиметров. То есть это очень высокие люди были. И надо заметить, Гарик это подтвердит, где мы сейчас копаем, в Жилах то же самое. Вот. Но это потом, даст Бог, более детально будет изучено. Выражаем благодарность научному сотруднику отдела теории и методики Института археологии Российской академии наук, кандидату исторических наук Татьяне Юрьевне Шведчиковой, приглашенным СМА, экспертом по изучению остеологического материала, обнаруженного при раскопках храма Святого Георгия. Под ее руководством были систематизированы обнаружены останки, произведена их научная фиксация, а также отобраны образцы для последующего радиоуглеродного и ДНК-анализов. Мы уже знаем, там в книге вы увидите, какое количество мужчин, какое количество женщин, детей, их рост, к какому возрастной категории относится. Все это, значит, Татьяна Юрьевна предоставила письменный научный, значит, отчет, который мы предоставили, соответственно, в археологическую комиссию при Академии наук Абхазии, хранится у нас в архиве в Новом Афоне. Одним из методологических и публикационных новшеств данного издания является введение в научный оборот материалов камеральной обработки, полученных в ходе археологической экспедиции.
Ну, поскольку Гарик уже меня научил всем терминам археологическим, многие из вас могут не понимать, что значит камеральная обработка. То есть полевая работа, это мы раскапываем в земле, все, это наиболее легкое и более привлекательное, потому что ты все время пытаешься там что-то найти. Вот здесь присутствует у нас Сабина, значит, она, когда нашла первый гвоздь, она была в большом восторге. Да. А наша экспедиция, которая уже эти сотни гвоздей вытащила, на этот гвоздь никто уже не обращал внимания. Да? Значит, была такая еще смешная история, здесь присутствуют многие, кто со мной работали, Лида Перулава, Милана Шамба, многие другие. Значит, мы вначале собирали все, да, там какая-то маленькая керамический какой-то обломок, вот, который никакого смысла не имеет, но нам казалось, что это очень важно. Еще была такая история, значит, особенно по второму объекту, поэтому, когда очень много материала идет, это же надо обрабатывать, вот это означает камеральная обработка. То есть все это надо вымыть, потом все это зашифровать, потом все, что из этого имеет важное значение для датировки и так далее, все это сфотографировать. Потом все это упаковать, например, человеческие кости в крафт-бумагу, чтобы бумага была дышащая, все это в ящиках хранить и так далее. То есть это целая история. Вот когда мы много раз это делали, мы вспомнили один случай, значит, отправили археологов в Плановых, значит, они 2 месяца бедные там копали, нашли 3 обломка керамической керамики. 3 или 4 обломка. Я говорю, в следующий раз я попрошу археологическую комиссию отправить меня именно туда, потому что уже невозможно все это описывать. Дальше. Традиционно, в соответствии с установленным порядком, результаты камеральной работы, включая детальное описание классификации находок, оформляются исключительно в виде внутреннего отчета, предназначенного для рассмотрения и хранения в фондах археологической комиссии при Академии наук. Публикация же материалов камеральной работы в виде приложения, что мы делаем впервые в абхазской археологической науке, к предлагаемой книге значительно облегчит работу широкого круга исследователей, прежде всего зарубежных специалистов. Вот здесь сзади огромное количество страниц занимает вот это описание камеральной работы. Чаще всего археологи это не публикуют, потому что она в черновом виде чаще всего идет. А для того, чтобы в книжной версии она была, надо было все это проработать, в книжной версии. Более того, когда вы будете листать, вы увидите те материалы, которые из этих находок мы сохранили для экспозиции в музее, они все здесь обозначены. Поэтому в электронной версии любой человек может все посмотреть. Это очень важно, друзья. Например, вот сейчас я буду заниматься нижним храмом на Копийской крепости. Это копали в 50-х годах, в конце 50-х годов. Да? Михаил Трапш, Шалва Денис Чиналов участвовал в этой экспедиции, грузинские исследователи. А теперь где этот отчет, где описание, это все очень сложно. Было бы, допустим, электронная версия, воссозданная, скажем, да, всегда легче сравнивать. Поэтому вот это очень важное новшество, на котором я настоял. Теперь на основе материалов, полученных непосредственно в результате раскопа, можно утверждать, что основание храма приходится на период не ранее 8 века, не позднее X века. Эти выводы подтверждаются предположением Юрия Николаевича Воронова о том, что храм относится к числу христианских памятников Абхазии, построенных в 8-10 веках. Отсутствие находок, относящихся к периоду до 8 века, ставит пока, я подчеркиваю это слово, под сомнение результат анализа строительного раствора, который провел Алхас-Аргун, который указали на начало VI века. Но у нас просто ничего нет из археологического материала, относящегося к VI веку. Но это не исключает, что храм не мог быть построен в VI веке. Находки, относящиеся к развитому средневековью, свидетельствуют, что храм функционировал и в более поздний период. Таким образом, среди 4 известных средневековых церквей на современной территории села Ампан, я говорю современной,
потому что исторически в территорию села Амха входил и Приморск, где находится еще 3 храма. Значит, по всей видимости, на современной территории села Амха храм Святого Георгия, по всей видимости, является наиболее ранним. Безусловно, вопрос датировки храма требует дополнительного обоснования. Это осознают как авторы предлагаемой книги, так и рецензент Армарчук, отметивший данный факт в рецензии. В силу объективных причин, а именно отсутствие исторических и эпиграфических источников, наша версия датировки, как и выводы предшествующих исследователей, основана на архитектурно-стилистическом анализе и археологическом контексте. Одновременно с работами по благоустройству территории руин храма Святого Георгия и проведению археологических раскопок, начиная с 2017 года, 6 мая, в день памяти с великомученика победоносца Георгия, по юлианскому календарю, то есть на так называемому старому стилю, на руинах храма проводятся праздничные торжества в честь этого святого Аэргинета. Мероприятия ежегодно собирают около 100 человек, включая прихожан из Сыма, жителей села Амха и паломников. В рамках торжества традиционно совершается молебен с малым освящением воды, а также проводится моление святому Георгию Аэргинету, которое предусматривает заклание жертвенного животного в знак благодарения согласно традиции абхазского народного этнизированного христианства. Надо заметить, что, друзья мои, каждый год, когда мы это делаем, кто-то из моих прихожан берет на себя, что вот я в будущем году обязательно посвящу святому Георгию Бычка и так далее. Вот и здесь тоже эти люди присутствуют. Уже ежегодно, каждый год, у меня даже уже очередь на 3 года. На предстоящие 3 года тоже существует очередь. Значит, дальше. Для организации мероприятий близ руин храма возведен специальный навес, под которым размещены иконы, различные информационные стенды. С 2017 года объект стал привлекательным местом для туристов, посещающих Абхазию. Для их удобства вдоль дороги к руинам храма были устроены придорожные указатели, установлены, выполнены с учетом мировых стандартов. Дальше. В приложении к предлагаемой книге публикуется проект строительства защитного навеса над руинами храма Святого Георгия. Проект был разработан по заказу Священной митрополии Абхазии архитектором-реставратором Камайкадзе в декабре 2019 года. К сожалению, из-за неожиданной возникшей эпидемиологической ситуации, вызванной, как вы все хорошо знаете, новой коронавирусной инфекцией в 2020 году, данный проект остался нереализованным. 28 июня 2021 года Министерство культуры Республики Абхазия, христианская религиозная организация Священной митрополии Абхазии, подписала охранные обязательства по использованию средневекового храма Святого Георгия в селе Амха. И по настоянию нашему этот объект включен в государственный список объектов историко-культурного наследия Республики Абхазии под номером 759. Это есть такое понятие дополнительный список, значит, где этот храм вошел. В завершающей части книги в разделе библиографии указано 87 работ, в приложении даны 5 карт, составленных, соответственно, с помощью Гугла, 279 иллюстраций, отражающие историю храма Святого Георгия, результаты археологических раскопок, проведенных там в 2019 году. Мы приводим так много иллюстраций, чтобы максимально подробно осуществить визуальное документирование памятника, что непременно облегчит работу всех потенциальных исследователей. Ограниченный тираж 200 экземпляров, к сожалению, в наше время все научные работы, коллеги, которые здесь присутствуют, они знают, что именно ограничивается 200-300 экземпляров, поскольку печатная версия книги уходит в прошлое, приходят электронные версии. Так вот, мы издали всего 200 экземпляров, но что придает изданию эксклюзивный статус и коллекционную ценность? Высокое качество полиграфического исполнения
использование плотной бумаги и полноцветного воспроизведения обеспечивают точную и достоверную передачу всех иллюстративных и графических материалов. Издание книги обошлось Священной митрополии Абхазии 677 тысяч рублей, потому что когда тиражи маленькие, книга становится намного дороже из-за затрат. Когда тиражи были большие, 3000, 5000, то цена, конечно, была больше, чем наполовину ниже. Средства, вырученные от ее реализации, будут направлены на сооружение защитного навеса над руинами храма Святого Георгия в селе Алпа. Для обеспечения широкого доступа к материалам электронная версия книги будет бесплатно размещена на интернет-ресурсах ИСМА и доступна всем желающим. Приглашаю всех вас посетить храм Святого Георгия в селе Алпа, следуя вот таким указателям. Спасибо за внимание. حظ يا حيكون جنة يا حد حصل لك شنو حاول